Взераумас, апсны. Во-вторых, апсны пшоу. Красиво. Правильно сказал, надеюсь? Как? Ипшцов. Ипшсоу. Простите, я не так много здесь, чтобы прям все четко произносить. Тем более у вас язык не из простых, но зато безумно колоритный, как и в целом ваша и кухня, и вообще культура. Это не мой первый приезд в Абхазию, поэтому не сказать, что для меня все новое, но в этот раз мы решили с программой показать именно самые, ну, такие необычные или не самые распиаренные локации Абхазии. Поэтому, например, сегодня я увидел вашего великана, самый большой водопад в Абхазии, и видел его соседка Ирина, тоже очень красивый водопад. Ваша рука тоже. Я даже придумал легенду про нее. Ну, в передаче все увидите. Вот. А про кухню скажу просто так, что вчера я вот встал из-за стола вот так, держа в себе. Живот настолько объелся. Безумно люблю вашу кухню. Больше всего, наверное, пока меня поразило ачав. Хачапур, который я пробовал в Сухуме, на набережной. Там есть очень красивое заведение. Сейчас не будем называть названием. Не знаю, насколько это уместно, но мне кажется, все его знают, это заведение. Очень большое, такое традиционное. И там невероятно просто ачай. Лучший в моей жизни. Почему так? Потому что обычно хачапур я его воспринимал как типа а-ля хлеб. Взял кусок, чем-то вместе ты его ешь. Но тот хачапур для меня был как король стола. Тот, который ты хочешь есть самостоятельно, не хочешь перемешивать ни с чем, хочешь прочувствовать его. Вот этот сыр, который затягивается так длинно. Фантастика. Но, блин, все вкусно. Вчера тоже мы были в другом месте, где есть легендарный человек, который уже 47 лет готовит, по мнению многих, лучший шашлык вообще, который есть в Абхазии. И это было тоже шедевр. Правда, он был такой, что не хотел раздавать секреты, поэтому мне пришлось очень долго его дергать. Давай, ну расскажи. А если вот так сделать, а так маринад правильный, то... В общем, ладно. Очень. Для себя почерпали из этой поездки? Новые слова на абхазском, да. И табуп саща, например. Ну да, и по поводу блюд, прям новое-новое. Ну, опять же, я открыл для себя невероятный хачапур, который заслуживает места отдельного важного блюда на столе. Это для меня что-то новое. Также я приготовил ачапа. Ачапа тоже для меня было что-то новое. Похоже, что-то я увидел где-то, но именно так что-то новое. И еще я приготовил соленья ваши, которые обычно подаются на столе, думав, что вот это фиолетовый цвет идет от свеклы, а на самом деле от ягод. Для меня и для всей команды это было просто открытие. Никто не ожидал. Вот. В общем, блин, вот видишь, я еще здесь и рассказываю с таким энтузиазмом, как будто я вспоминаю, знаешь, одну из самых крутых поездок в моей жизни. Словом, интересный выпуск будет. Еще раз? Выпуск интересный должен получиться, правда? Да, очень, конечно. Мы постарались, и вообще еще интересно, потому что мы все вот на такой хорошей волне, все на эмоциях, все Это не просто, знаешь, типа бывают командировки, ради галочки поехал, отработал и уехал. А тут, правда, все как такие прям заряженные. Абхазия и музыка. Ой, что музыка. Мы снимали такой ансамбль. Прям круто. Все женский ансамбль, все в костюмах. И они так пели, так играли. Мы вообще просто в шоке просто от эмоций. Так что я думаю, что будет очень-очень крутой выпуск. Это 100%. Еще раз приедете в Абхазию не для съемок, просто для себя? Во-первых, в команде многие, кто приезжают регулярно. Есть еще наш автор Алла, которая здесь, не знаю, десятки раз приехала для себя и для съемок. А я лично, почему бы нет? Хотя у меня есть проблема, что я постоянно в командировках снимаю каждую неделю. Поэтому я наставил руководство, чтобы снова нас отправило сюда. А вы, в свою очередь, тоже со своим руководством обсудите, чтобы нас снова пригласили, потому что мы хотим обратно. И табуп саща, и табуп апсны.